Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Московский «Локомотив» обыграл итальянскую «Катанию» со счетом 9-8 в матче группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. В составе железнодорожников четырежды отличился Антонио Фариас, 3 мяча на счету Леона Лоренцо. По одному забили Виктор Крышанов и Остап Федоров. У итальянцев покера в форме Лукао дважды забил Эммануэля Цурло. По одному взятию ворот провели Виталий Сидоренко и Вадим Бокач. После двух туров «Локо» идет на третьей строке квартета «Би», имея в активе 2 очка. В последнем туре москвичи сыграют с португальской «Брагой». Другой российский клуб, выступающий на мировом первенстве, московский «Спартак», также одержал победу и гарантировал себе выход в полуфинал турнира. Красно-белые обыграли португальский «Спортинг» со счетом 4-3. В составе столичного клуба дубль оформил Федор Земсков. По одному мячу забили Танжер и Андрей Новиков. У португальцев отличились Бельшиор Аллан и Элиот Манот. После двух туров москвичи лидируют в турнирной таблице группы А с 6 очками в активе. В последнем матче группового этапа «Спартак» сыграет с белорусским «Батэ». Российский баскетбольный клуб «Химки» уступил итальянскому клубу «Олимпия Милан» со счетом 88-90 в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник россиян Алексей Швед, набравший 23 очка. «Химки» продолжает борьбу за попадание в плей-офф и занимает 13-е место в турнирной таблице, одержав 9 побед при 15 поражениях. «Олимпия Милан» с 13 победами занимает 6-ю строчку. В следующем туре 8 марта «Химки» в гостях сыграет с испанской «Басконией». Московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский «СКА» во втором матче серии первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3-2 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Дмитрий Калинин, Илья Талалуев и Мартин Шкарсумс. У «СКА» шайбы забросили Роман Рукавишников и Александр Барабанов. Таким образом, счет серии до 4 побед стал 2-0 в пользу московского клуба. Следующий матч пройдет 2 марта в Москве. Тампа Бэй одержала победу над Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 4-3 в овертайме выездного матча регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился 3 голевыми передачами. В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон, Джей Ти Миллер, Дэниел Джерарди и Виктор Хедман. У хозяев отличились Мика Зибенежат, Джимми Веси и Бу Ниевес. Тампа занимает первое место в Восточной конференции, набрав 102 очка. Рейнджерс расположился на 13-й строчке с 64 баллами. Следующую игру Тампа проведет в гостях против Бостона. Нью-Йорк Рейнджерс дома примет Монреаль. Участие в первых зимних международных играх «Дети Азии» приняло более 1000 юных спортсменов, которые оспаривали медали в 8 видах спорта. В сборную команды Якутии по шорт-треку вошли 4 представителя Мирнинского района. Своими впечатлениями о забегах по сахалинскому льду они поделились с нашими коллегами. Наталья Степанова и Валерия Инешина до сих пор вспоминают об играх «Дети Азии». Первые в их жизни международные соревнования оставили для юных спортсменок приятные воспоминания. Участие в «Детях Азии» они считают большой победой. Я хочу закончить этот год и поехать на Уральск в школу-интернат, потому что там чаще всего выпускаются олимпийские чемпионы. Я хочу там продолжить свое обучение. Потом я хочу поступить в Олимпийский резерв, как закончу школу. Егор Сафронов в сборной Якутии уже 3 года. На международных спортивных играх Егор показал 18-й результат. Участники были довольно сильные, даже очень. Те же самые корейцы. Никто им из русских спортсменов противостоять не мог. И вообще там собрались все лучшие спортсмены из Азии. Самый лучший результат в международных спортивных играх «Дети Азии» по шорт-треку из сборной Якутии показала Алина Фомченкова из Якутска. Бесспорные лидеры корейцы заняли почти все места на пьедестале по всем дистанциям. Тренер мирнинских спортсменов признается, что на соревнованиях воспитанники очень сильно волновались. Немножко не хватило девочкам, на самом деле, в эстафете они могли в призах быть. Но мы проявили все силы, дети, скажем так, да, которые они могли в тот момент. Единственное, недоработка была, ребята очень сильно волновались. Всего в сборной команде Якутии по шорт-треку было 10 спортсменов, 4 из которых воспитанники Мирнинской школы. Сегодня они отдыхают от тренировок и занимаются учебой. Следующий большой старт, который их ждет – зимняя спартакиада Якутии. Она состоится в следующем году в городе Нерюнгри. Анна Винокурова, Артур Голиков, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго!